Почему начала писать стихи? Но это было мое увлечение еще со школы, но там было как-то так, не ахти как серьезно, но серьезно уже подошла к этому, когда уже работала. Когда уже приехала сюда, работала, это было уже более осознанно. Меня тревожили, допустим, все, что происходило у нас в стране. Любое мероприятие, которое проходило здесь у нас в районе, обращались ко мне, просили, надо нам написать что-то, пожалуйста. Это были чисто заказы, но когда меня саму что-то тревожило, это уже было, конечно, мое. Очень беспокоило меня, когда начали гореть наши леса. Потому что это такая красота вот сейчас, когда едешь и прям глаз радуется волей-неволей. Я когда... Это стихотворение получилось буквально по дороге. Мы ехали в гости, нас позвали в сторону Семиярки туда, и там как раз горели леса. И такая картина, вот до сих пор она у меня перед глазами, такое большое дерево, представляете? Оно как бы, знаете, вот снаружи как будто оно целое, а огонь полыхает изнутри прям, как будто из сердца этого дерева, вот как свеча как будто горит. И я ехала, и сразу у меня в голове закрутились строчки: «Природа, матушка, прости за все людские нас грехи, за все сожженные леса, за птиц неслышные голоса». Вот это четверостишье началось, а потом дальше я уже написала это стихотворение, и оно очень даже многим нравилось. Потом, когда намечалось празднование 95-летия нашего Бескарагая, я попыталась первый раз написать на казахском языке. Вот. На казахском тоже получилось хорошее стихотворение. Потом подумала, а почему бы ее не спеть? Отправляя Талаш Баймаковичу, ну там по согласию мы немножко переделали слова, что-то выделили в куплет, в припев, и получилась такая красивая песня. Елім менің, жерім менің, күндік кескен қаны тамған, сәби болдым құшағында, өсіп жетіп арманына. Туған жерім, сені қандай, елім менің бауырымдай. Қайда жүрсем, естен кетпес туған жерім, Бесқарағай, еңбек сүйгіш жерлестерім. Ертістің самал желі, таны қандай, кеші қандай, жасыл желек орманым-ай. Туған жерім, сені қандай, елі менің бауырымдай. Қайда жүрсем, естен кетпес туған жерім, Бесқарағай. Когда начала печатать свои стихи в газетах уже, в газете, тогда у нас Бескарагай ТНС было, потом уже вижу, что людям нравится, вижу положительные отзывы. В Бурасинской школе учителя проводили встречу, типа творческого вечера, встреча со мной была. И вот под влиянием вот этого всего я потом задумалась и думаю, надо издаваться. И решила издать первый сборник, хотя бы небольшой. Помогал мне в этом тоже поэт Накен Серикбаев. Он оказал мне очень большую помощь, потому что нужно было найти издательство, отредактировал все это он.
И потом, вот она, первая моя книга «Мелодии жизни», вышла в 2005 году. Это небольшой сборник стихов, но тут тоже охвачено, разные темы охвачены, конечно. Тут и Наурыз, тут и про Казахстан, тут и про терроризм, лес, любовь. В общем, на разные темы здесь стихи. Это был мой первый сборник. Бесқарағай. Туған жерім сүйікті ғой, қаным тамған, ауа жұтқам. Сәби болдым құшағыңда, өсіп жеттім арманыма. Туған жердің сәні қандай, елім менің бауырымдай. Қайда жүрсем есте сақтайым, туған жерім Бесқарағай. Еңбек сүйген бар ғой елім, еркелетет самал желім. Таны қандай, кеші қандай, таң қалдырған орманым-ай. Қыстас оның сәні бөлек, ауасына тоймай жүрек. Саябақта бұлбұл торғай, туған жерім Бесқарағай. Жерімді айтып ән саламын, халқымды айтып мақтанамын. Еңбек сүйген жерлестерім, өсіп өнсін жемістерің. Біздің жердің байлығын-ай, жүректегі сезімім-ай. Бәрін айту сөз табалмай, гүлдене бер Бесқарағай. Молодое поколение, во-первых, я хочу пожелать им, конечно, здоровья, благополучия. Нашим бесқарағайцам желаю благополучия и здоровья, и вообще процветания нашему Казахстану.